Приветствую, друзья! В Украине не прекращаются бои. Сейчас на Лиманском направлении мы видим, как уже происходят контратаки союзных сил, и все-таки идет постепенный возврат тех территорий, которые были ранее утрачены. Идет продвижение союзных сил на Лиманском направлении, и если вы посмотрите вот на эту карту, несмотря на то, что все-таки натовские силы пытаются всеми возможными способами атаковать, тем не менее постепенно их отталкивают назад. Тем не менее, для союзных сил крайне сложная обстановка сейчас на Береславском направлении, потому что там натовские силы продолжают идти в атаку, и несмотря на то, что линия фронта более-менее стабилизировалась, то ситуация там очень и очень напряженная. В основном это связано с тем, что сейчас просто натовские силы бросают в бой все то, что у них ездит, летает или стреляет. И вот продолжают идти различные фотографии, которые подтверждают очень серьезные потери именно в технике со стороны Зеленского. На фронте также уже можно заметить даже вот экзотику, британские контрбатарейные радары, которые вот на таком вот смешном шасси сделаны, но тем не менее, с учетом того, что в многих армиях Европы даже такого нет, можно отметить, что сейчас в Украину просто присылают все, что есть на складах натовских стран. А тем временем в Киеве и в других городах начинают уже находить вот такие вот осколки от тех ракет, которые якобы российские, но как оказалось, все-таки это ракеты ПВО. И вот это просто боевая часть от ракеты Бук системы. И здесь стоит отметить, что получается, действительно российские ракеты прилетали точно в цель, без каких-либо жертв среди мирных жителей. А вот тем не менее, самую главную опасность для мирных жителей несли именно те ракеты ПВО, которые были запущены Зеленским в надежде перехватить российские ракеты. Но пока граждане постепенно начинают собирать улики, которые прямо свидетельствуют о том, что именно украинские ракеты ПВО падали просто по жилым кварталам Киева и других городов, тем не менее интересные новости приходят по факту погибших во время именно уже российского удара ракетного по Киеву и другим городам. И мы вот по удивительной случайности узнаем, что погиб не кто-нибудь, а начальник киберполиции по Киеву. Эту информацию еще вчера официально подтвердили даже с украинской стороны, но тем не менее это далеко не все жертвы вот такого российского удара по тем людям, которые непосредственно причастны к различным операциям натовских войск в Украине. С учетом той информации, которая ко мне приходит, как оказалось, все-таки ВКС России ударили по местам дислокации различных пунктов управления, там, где непосредственно были задействованы заграничные специалисты и высокопоставленные сотрудники СБУ и прочих ведомств. Ни для кого не секрет, что в Киеве были расположены офисы и ФБР, и ЦРУ, и даже на здании Центрального департамента СБУ на Владимирской 33 там также целый этаж занимали именно американские так называемые советники, которые, естественно, занимались тем, что просто управляли процессами внутри Украины. По моей информации, в результате удара ВКС России по Киеву там погибло как минимум несколько десятков высокопоставленных офицеров западных спецслужб. Друзья, также напоминаю, что ко мне приходит много различных интересных видео, которые я не могу опубликовать здесь на YouTube, потому что тут есть масса ограничений. Поэтому все самое интересное я публикую у себя в телеграм-канале. Ссылка на него в описании, первым комментарием под видео. Кому интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь. Также напоминаю, сейчас много клонов делают моего телеграм-канала, поэтому вот так выглядит мой телеграм-канал для того, чтобы вы подписались туда, куда надо. А в это время западная пресса уже в открытую, можно сказать, потешается над Зеленским, рассказывая, что Байден ему четко приказал, чтобы он не критиковал поставки оружия с Соединенных Штатов Америки в Украину и так далее. И здесь, как мы видим, Зеленский очень четко выполнил эту команду своего хозяина, и теперь мы от Зеленского не слышим вообще никакой критики в отношении поставок западного вооружения. На данном примере хорошо видно, как Соединенные Штаты Америки управляют своими колониями. И если говорящая голова, которая там суфлера читает, что-то больше себе позволяет, нежели хозяин хочет, то просто вот таким образом спускается команда и собачка перестает тявкать. А тем временем Денис Шмыгаль, это премьер-министр Зеленского, уже объяснил украинцам, что нам все-таки нужно будет сократить потребление электроэнергии аж на 25%. Иначе, по словам Шмыгаля, все-таки веерные отключения не продолжатся, причем в хаотическом порядке, и света может не быть даже в областных центрах, даже в столице,
по несколько часов, а может и даже и по полдня, и по суткам. Это уже хорошо ощущают, например, в Тернополе, который оказался, как по заявлениям местного мэра, прямо отрезанным от электричества и вообще каких-то других энергогенерирующих структур. По словам мэра, в Тернополе происходит стихийное отключение света, и он, в принципе, ничего не может с этим поделать. А вот по заявлению мэра города Хмельницк, это тоже областной центр, то там очень долго, практически весь день не было вчера света, а потом с утра появился на 2 часа, а потом опять отпал. И вот до сегодняшнего времени, насколько видно из открытых источников, то там свет так и не появился. И тут стоит отметить, что сейчас это только начало, потому что если мы сейчас видим веерные отключения и отключают даже в столице светом на 2-3 часа, то, конечно, эта ситуация она будет дальше деградировать. И если Российская Федерация и Кремль решит все-таки еще понаносить удары по критической инфраструктуре, то света может не быть и месяц, и 2, и 3. И это не преувеличение, это то, что ждет в нас в ближайшем будущем. И в этом плане у Зеленского есть все шансы все-таки выполнить закон о декоммунизации полностью, и чтобы Украина вернулась, знаете, еще в то время, когда еще большевики и коммунисты не пришли к власти, и где-то вот отбросить Украину на лет 100-120 назад. Причем стоит отметить, что именно в этих процессах по отбрасыванию Украину назад очень серьезную роль сыграли украинские националисты, всякие различные там организации типа Меджлиса и прочих там не особо вменяемых людей, которые взрывали электроопоры, и тогда несказанно радовались тому, что все-таки Крым остался без света на очень серьезный период времени. Тогда в социальных сетях многие ура-патриоты и прочие националисты очень активно радовались по этому поводу, что Крым остался без света, но тем не менее мы видим, что Российская Федерация и руководство сделали все возможное для того, чтобы в кратчайшие сроки там появилось у крымчан все, и электричество, и прочие блага. А вот что делает Зеленский и прочие там руководители в отношении того, что нужно все-таки восстановить энергогенерирующие мощности в Украине, которая НАТО подконтрольна, то тем не менее, если просто проанализировать даже открытые источники и заявления так называемых западных партнеров, то восстанавливать никто ничего не планирует. И получается, если сейчас уничтожается какая-то подстанция или электростанция или теплоэлектростанция, то по факту про ее восстановление даже не говорят. Даже в планах такого нет. Именно поэтому я прямо уже сейчас говорю, что готовьтесь к тому, что электроэнергии может не быть и месяц, и 2, и 3. А тем временем глава католической церкви продолжает заявлять о том, что российские бомбардировки, они просто безжалостны, их срочно нужно прекратить. И с учетом вот такой вот риторики, то, конечно, иногда хочется задать Папе Римскому вопрос, а где же ты был с точно такими же заявлениями, когда с помощью французских, итальянских, там, американских артиллерийских систем долбили по городу Донецк, прямо по жилым кварталам? Почему тогда таких заявлений от понтифика не было? Непонятно, где были заявления Папы Римского в отношении, например, террористического акта по подрыву Крымского моста. Там тоже погибли люди, и тогда почему-то все-таки глава католической церкви выбрал молчание. И тут, я думаю, главе католической церкви нужно все-таки определиться. Либо он комментирует всегда и две стороны, а не как сейчас, когда только со стороны западных стран он комментирует и дает свои, там, знаете, предположения, а все-таки с обеих сторон. В таких ситуациях на Руси обычно говорят, тут нужно либо трусы надеть, либо все-таки крестик снять, потому что как-то совсем некрасиво получается. Также странная позиция католической церкви в отношении репрессий по отношению к Украинской православной церкви, потому что, как известно, уже даже Организация Объединенных Наций открыто в своем отчете указала, что Зеленский и прочие там говорящие головы открыто занимаются репрессиями в отношении Украинской православной церкви. Но тем не менее, католическая церковь на это просто опять закрывает глаза. И мы не видели никаких заявлений, осуждающих со стороны главы католической церкви в отношении вот таких репрессий против Украинской православной церкви. Мало того, мы каждый день практически видим новости о том, что у очередного митрополита, вот, например, в Винницкой области СБУ нашли какие-то, знаете, супер, знаете, секретные какие-то документы, супер какую-то символику и так далее. Я так полагаю, что по традиции СБУ обычно подкидывают там георгиевскую
путинскую ленточку, книжку «Капитал» Карла Маркса, ну и так далее. Это достаточно сейчас для того, чтобы человека просто кинуть в тюрьму. Также сегодня Федеральная служба безопасности Российской Федерации уже опубликовала часть данных со своего расследования в отношении того, кто стоит за терактом на Крымском мосту. На этой карте хорошо видно, как взрывное устройство перемещалось по маршруту вплоть до Крымского моста. Мы видим, что взрывное устройство погрузили на корабль в Одессе и отправили уже дальше по маршруту. И, конечно, все это стало возможным благодаря зерновой сделке, по которой разблокировали Одесский порт. Поэтому, скорее всего, ближайшая встреча Эрдогана и Путина, она будет посвящена, скорее всего, просто блокированию портов Украины, потому что они используются для вот таких вот террористических актов. В продолжении этой темы можно также отметить, что уже на Крымском мосту подогнали специальный кран, который задействован для того, чтобы поднять провалившиеся пролеты и, конечно же, полностью ликвидировать последствия взрыва. Также хорошие новости поступают для Запорожской атомной электростанции и для ядерной безопасности региона в целом, потому что уже вот эту Запорожскую атомную электростанцию переводят на российское ядерное топливо. И если раньше там использовали американское Westinghouse компании, то это вызывало массу вопросов и, конечно, очень серьезно повышало риски работы Запорожской атомной электростанции, потому что советские ядерные реакторы на американское топливо, ну, банально не рассчитаны, а теперь можно сказать, что эта проблема решена. А в это время в Молдове уже официальные лица прощупывают общественное мнение на предмет возможной мобилизации. Несмотря на то, что в Молдове сейчас нету вообще никаких боевых действий, мы видим, что там проамериканский президент Майя Санду сейчас конкретно хочет толкнуть Молдову в вот эту бойню, которая сейчас развернулась в Украине. И с учетом того, что российская база находится в Приднестровье, то сейчас в штабах и натовских, и пентагоновских очень серьезно прорабатывается именно эскалация в Приднестровье и в Молдове. Поэтому сейчас мы видим, что вот уже чуть ли не мобилизацию объявляют в Молдове. Конечно, инициатор всего этого процесса Соединенные Штаты Америки, и уже даже в демократической партии уже начинают это понимать, что сейчас, по сути, демократическая партия и Соединенными Штатами Америки управляют те люди, которые просто хотят практически уничтожить мир. Именно поэтому оттуда уже даже с демократической партии начали бежать люди. Давайте почитаем, что уже заявила Тулси Габбард. Она была конкурентом Байдена на кандидатуру на пост президента США. Я больше не могу оставаться в сегодняшней демократической партии, которая сейчас находится под полным контролем элитарной клики поджигателей войны, движимой трусливым пробуждением, которое разделяет нас, придавая расистский характер каждому вопросу и разжигая антибелый расизм, активно работая, чтобы подорвать наши богом данные свободы, заявила Габбард. Она добавила, что упомянутая ею клика защищает преступников, преследует оппонентов и прежде всего втягивает нас в ядерную войну. И заметьте, это говорит не Скобеева, не Соловьев, это говорит один из лидеров демократической партии, которая громко хлопнула дверью перед своим уходом. А тем временем в Евросоюзе уже Еврокомиссия принимает решение, что все-таки в Украину нужно как минимум каждый месяц по $1,5 миллиарда выделять, потому что все-таки иначе Зеленский войну проиграет и НАТО проиграет. А как известно, по заявлениям Столтенберга сегодня, то проигрыш НАТО в Украине будет означать проигрыш всего западного мира, и он это прямо в открытую сказал. Но если кто-то думает, что Украина после вот таких вот кредитов ежемесячных от Евросоюза, от Соединенных Штатов Америки вдруг где-то нормально заживет, то здесь вы заблуждаетесь, потому что это деньги исключительно на войну, ни о каком развитии вообще речь не идет. И это можно четко увидеть по вот таким новостям, потому что в бюджете сейчас огромная дыра, особенно это касается социальных выплат и так далее. И здесь мы уже видим, что Кабмин уже в открытую заявляет, что им нужно просто печатать сумасшедшими темпами гривну, а это означает инфляция, это означает потеря покупательной способности гривны и ограбление всего украинского народа. Друзья, на сегодня у меня все, выводы делайте сами, ну и не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там для вас всегда гораздо больше интересной информации, нежели здесь на ютубе. Ссылка на мой телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. До скорого!